Это мой прадедушка, его зовут Яковлев Егор Васильевич. Он родился в теплый весенний день, 5 мая, в далеком 1927 году, во втором Жарханском наследии Сунтарского района, в семье крестьянина-бедняка, младшим 7-м ребенком. Два старших брата моего дедушки погибли в 1943 году на фронтах Великой Отечественной войны, а один его брат участвовал в войне с Японией. Дедушка рано остался сиротой. Дедушка Егор Васильевич после окончания 7 класса с 42 по 45 годы не мог учиться. Он работал в колхозе «Правда» на производстве по уборке хлебов на сенокосилке. Был табунщиком, даже кадровым охотником. Когда закончилась война, дедушка с удовольствием продолжил учебу в Сунтарской школе. Учился дедушка очень старательно, и поэтому после окончания школы его и еще нескольких молодых людей отправили учиться в Омский сельскохозяйственный институт на агронома. Агроном – это специалист, который знает все про земледелие, агрохимию и растениеводство и разные нужные законы. И в институте дедушка учился отлично, у него там появилось много новых друзей. По окончанию института дедушка сразу прилетел обратно на родину. Тут ему дали работу. Моего дедушку назначили главным агрономом Тенгулюнской машино-тракторной станции. Наверное, он очень любил свою работу, ведь там Егор Васильевич работал очень долго, до тех пор, пока машино-тракторную станцию не расформировали. Дедушка никогда не сидел без работы. В 1958 году он стал работать агрономом в колхозе «Октябрь». Потом его заметили как хорошего руководителя и избрали заместителем председателя в большом колхозе имени героя Федора Попова. А дальше дедушка стал совсем серьезным человеком. В 1961 году был назначен директором Республиканской станции защиты растений. Если бы он был сейчас жив, я бы обязательно спросила, трудно ли быть защитником растений. Затем в 1963 году по решению Бюро обкома КПСС Егора Васильевича назначили директором совхоза «Амгинский». Как мне объяснила моя мама, это очень ответственная работа. Здесь, на плодородной амгинской земле, мой дед вместе с остальными работниками совхоза получил небывалый урожай пшеницы. За этот рекордный урожай пшеницы два передовых бригадира совхоза были награждены орденами Ленина, а моего дедушку Егора Васильевича наградили медалью за трудовую доблесть. И его, как перспективного организатора, направили на учебу в высшую партийную школу при ЦК КПСС город Новосибирск. После окончания обучения дедушка стал работать убойной силой. Его назначили начальником управления сельского хозяйства Усть-Алданского района. В 1972 году дедушка получил назначение на должность заместителя министра сельского хозяйства ЯССР по землепользованию. Егор Васильевич много лет проработал на должности заместителя министра, но потом по состоянию здоровья решил перейти на другую работу. Он стал директором школы повышения квалификации сельхозработников. Мой прадедушка Егор Васильевич всю свою жизнь посвятил труду, но о своей семье он тоже не забывал. Дедушка очень любил бабушку Егорову Галину Алексеевну. Они родили и воспитали 3 детей и прожили очень счастливую и честную жизнь. Я горжусь тем, что мой прадедушка Яковлев Егор Васильевич трудился не жалея себя и помог родной земле.